Член Европейского парламента Рафаэль Глюксман объявил, что Евросоюз подготовил правовое постановление о введении санкций в отношении компаний, сотрудничающих с китайскими заводами, на которых вынуждены работать уйгуры. Глюксман запустил акцию под названием «Прекратить эксплуатацию уйгуров в качестве дешевой рабочей силы» для того, чтобы известные бренды, такие как Amazon, Nike, Apple и Puma, прекратили сотрудничество с заводами, где уйгуров принуждают к рабскому труду. Акцию поддержало около 200 правозащитных организаций из 36 стран мира. Глюксман, который является специальным докладчиком в Нижней комиссии Европарламента по правам человека, сообщил на своей странице в Twitter. Согласно данным регионального комитета здравоохранения Восточного Туркестана, за последние 24 часа было зарегистрировано еще 22 человека, инфицированных китайским вирусом. Общее число случаев в регионе увеличилось до 618. Диагноз 13 из них был определен как неинфективный. Новые случаи были зарегистрированы в Урумчи, Кашгари, Санджи и Бентуане. Состояние 9 пациентов критическое, а 18 стабильно тяжелое. Количество инфицированных, находящихся на карантине, составило 16 318. Быстрое распространение китайского вируса в Восточном Туркестане снова привлекает внимание международной общественности к концентрационным и трудовым лагерям. Меры по борьбе с эпидемией в регионе, принимаемые Коммунистической партией Китая, недостаточны и вызывают сомнения специалистов. Главный редактор газеты Global Times заявил, что если Соединенные Штаты вынудят китайских журналистов покинуть страну, то и Китай примет аналогичные меры. Учитывая, что США отказываются продлить визы китайских журналистов, Китай также готов к худшему сценарию. Если Вашингтон продолжит данную политику, то в скором времени Китай покинут американские журналисты, в том числе и те, кто работает в Гонконге, отметил Ху Си Цзинь в своем аккаунте в Твиттере. Начиная с 11 мая администрация США ограничила выдачу виз китайским журналистам 3 месяцами. С другой стороны, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что Китай решителен в принятии ответных мер в отношении американских журналистов. До сегодняшнего дня в качестве ответа Пекин выдворил репортеров New York Times, Wall Street Journal и Washington Post. «381 375 человек были эвакуированы в безопасные места из-за тайфуна Хагупит, который обрушился на провинции и города Восточного Китая. Согласно заявлению Национального метеорологического центра Китая, уровень тревоги был повышен с желтого до оранжевого. Тайфун Хагупит обрушился на города Цзян и Фусьен на востоке страны, а также Шанхай. Скорость ветра достигала 90 км в час и сопровождалась проливным дождем. В провинции Фуцзян были остановлены движение поездов и строительные работы. Шторм, вызванный сильным ветром, выбросил рыбацкие лодки на берег. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что по предварительным данным во время взрыва в Бейруте погибло 100 человек. Более 3000 человек получили ранения. После происшествия с заявлением выступил губернатор столицы Мерван Аббуд, который сравнил взрыв с теми, что произошли в Хиросиме и Нагасаки. «Мы следим за ситуацией и готовы помочь. Судя по всему, это нападение», — заявил Дональд Трамп. «Я разговаривал с некоторыми из наших генералов. Они считают, что это была атака, а не взрыв в результате производственной ошибки», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.